Вот уже 2 года у села Старые Чичкабы Кайбицкого района стоит этот памятник. Даты на нем мало понятны. 41-42 годы. Надпись на нем малоизвестна. Казанский обвод. Все это на обычной стене из кирпичей. Обычных кирпичей, символично составляющих единое целое. И каждый здесь знает, что этот долгожданный памятник должен бы состоять из сотни тысяч таких кирпичей. Каждый здесь знает. Это была самая грандиозная стройка военного времени, более грандиозные стройки с участием несколько сот тысяч человек, которые коснулась каждой семьи в республике, каждого трудового коллектива, каждого учебного заведения. Больше такого не было. И если мы на эту грандиозную стройку не обратим внимания и забудем, нас никто не простит. Этот ров в окрестностях села Ульянково Кайбицкого района – противотанковый ров. Природа лишь достраивала его в последние 8 десятилетий, но вырыт он был нечеловеческими усилиями именно человека в самые жгучие морозные дни 1941 года. Эти несколько метров, что перед нами, лишь часть огромного 60-километрового рубежа, который выпал на долю жителям только этого района. 60 километров из 330 – самый протяженный участок Казанского обвода, полукольца оборонительных сооружений вокруг Казани, от Волги до Волги, Чувашия, Кайбицы, Апастово, Буинск, Тетюши, Куйбышев, Татарский. Малоизвестная и, возможно, самая героическая страница в истории республики. Разумом сложно охватить этот подвиг. Тут, куда ни посмотришь, кругом подвиг. Подвиг был вырыть эти окопы, но ведь подвигом было вообще людей найти в такое-то время, в 1941 году, чтобы кого-то сюда вообще пригнать. Буквально из-под палки пригнать, но все-таки пригнать ведь. Да, действительно, по всем сельским районам нашей республики была разнарядка спущена сверху. В основном принимали участие колхозники из 37 районов. Вот эта цифра 37. Из Агрыза сюда ехали? Да, даже из Агрыза ехали. Близлежащие районы должны были предоставить по 10 тысяч, но по мере удаления там по 500 человек, по 1000. И в общей сложности вот максимум на строительстве рубежей был зафиксирован в середине декабря. Это было 107 тысяч человек. А предполагалось, конечно, больше. А предполагалось больше, почти 300 тысяч. Ну где ж найти-то? Не было. Зима 41 года – это страшная зима, мы все это знаем. Это очень большие морозы, низкие температуры. Все-таки взрывали здесь ее, да, зиму? Да, но не сразу. Взрывать стали где-то уже ближе к концу строительства. Здесь, конечно, вот легко представимо себе все те тяготы и невзгоды, которые довелось народу нашему пережить, да? Да, история перестает быть абстракцией, она становится реальностью. Ощущаешь буквально вот это величие подвига, как бы это пафосно не звучало, но это действительно так. Мы находимся в хороших погодных условиях, но все равно уже ощущается. А если представить действительно те погодные условия, 41 год, когда, как говорят старожилы, на лету птицы замерзали, падали. Женщины, старики, молодежь непризывного возраста. Вот они, строители этих рубежей. На 75% это был женский труд. До изнеможения. Болезни и смерть ходили совсем рядом. Многие не вернулись из этих окопов домой.
начался война. В деревне остались только старики и дети, и женщины. Председатель сельсовета заставил идти на работу. Но мама не могла. Кызым, нехорошо, давай иди. Ну, я согласился. Файрузе Фатыховой в 41-м 13 лет. Но от каждого дома как минимум по человеку. И выбора нет. Мама беременна. В 41 году очень холодно было. Очень даже. И замерзли, и болели. Но все равно постарались. Ой, как замерзали еще, как замерзали. Некоторые ходили лаптами, но я не в лаптах, а у меня было валенки. Шаль мамина, но хорошо заставили, работали. Не умерли ведь, умерли-то, пожалуйста, после войны. Работали как можно, столько можно работали, но победили. Я не знаю, как мы вели бы себя в тех условиях, в тех обстоятельствах. Смогли бы мы, как вот эти женщины, это все выдержать? Самое удивительное, что эти люди не вспоминают об этом как о самой ужасной странице в своей истории. Мне было всего 15 лет, когда сельсовет направил меня на окопы. Это было самое начало строительства. Я работала на самом центральном участке возле деревни Старые Чичкабы. Я была роста очень маленького, поэтому работала я не внизу, а сверху. Я землю принимала сверху. Очень холодно было. К нам ребята, военные из саперного батальона, постоянно приходили и жалели нас. Бедняжки, девочки-подростки. Ну зачем же вот вас-то сюда пригнали? А я всегда отвечала им: ну а куда вот нам деваться? Надо кому-то работать. Нет у меня никаких обид или сожалений. Каждый дом должен был дать хотя бы одного человека. Выпало мне, но я все выдержала. Самым молодым тогда участником событий сегодня уже за 90. Мунире Валитовой 96 в этом году. Наша память, подобно этим рубежам, все менее отчетлива со временем. Современным исследователям, которые лишь начинают открывать нам эти героические страницы истории, чаще приходится опираться не на исторические документы и свидетельства, а на интуицию и здравый смысл. Тут не пройдешь по прямой, да и сам обвод идет зигзагами, принимая разные формы. Встречается и вот такое. В Ульянково говорят «ямочки». Их предназначение уже не помнят люди, и приходится только гадать. Здесь могли быть, по нашему представлению, там противотанковые ловушки, там открытые рвы, а здесь закрытые маскировочные рвы. Видев танк, открытую противотанковый ров, попытается обойти и попадает на эти ловушки, заваливается вот на эти ямки. Они были как-то замаскированы, да, конечно. именно поверхностно налегке закрывались. Ну вот как раз тот самый момент, когда мы говорим, что не хватает научности всему нашему представлению о том, что мы здесь сегодня видим. Совершенно верно. Поэтому нужны изыскания, нужны научные подходы, фортификационные сооружения. Они всегда были и есть. И немного изменилось за эти годы, за эти десятилетия. То есть на таком высоком научном уровне эта тема по касательной проходит во всех работах, связанных с историей Великой Отечественной войны. Ну, в нашей было и было, республике. да. Какая-то маленькая страничка да, такая. какая-то страничка, эпизод. Кто-то этим вопросом занимался более детально, но специальной работы не было. Людмила Кузнецова – автор единственной на сегодня работы по Казанскому обводу.
дипломной работы еще в 90-х годах. Нет книг, нет диссертаций, нет людей, которые бы занялись этим всерьез и надолго. Нет даже карты обвода. Та единственная, что показали мы, и то, что видят сегодня все исследователи, составлена опять же Людмилой Кузнецовой много лет назад, схематично и буквально от руки цветным карандашиком. Обвод, конечно, куда сложнее полукольца, но точная карта у нас будет не скоро. Работа эта не только научная, но и физическая. Необходимо пройти ногами эти 330 километров. Олег Николаевич, совсем недавно вы начали этой темой заниматься, но невозможно не заниматься, если вы видишь такое. Вы всю жизнь это видели, но, наверное, не представляли себе масштабов, да? Это действительно, я когда приехал сюда жить только еще, занимался охотой, ходил по этим полям. Я не знал, что это именно рубежи, не знал об этом даже. Учитель из села Надеждино Кайбецкого района Олег Калеев – один из тех, кто способен вернуть нам надежду и память хотя бы на этом 5-километровом участке оборонительных рвов, проходящих через его родные места. Он и сам не верил поначалу, что это эхо войны всегда было рядом. Мало кто, наверное, пройдет и скажет, здесь это противотанковый ров. Ну, яма, водой размыло. А мы скажем, а вы знаете, что это люди вырыли? И нам не поверят. И не поверят. Здесь скажут, а зачем это надо было? Зимой. Зимой. Они фактически находились едва ли не в тех же условиях, как солдаты на передовой. Они подвергали свою жизнь практически точно такому же риску. Конечно. И работали не меньше, и уставали не меньше. И это были женщины в основном. Вот этим местному населению и работать еще надо было, кроме работы. Это здесь же как ведь... субботник. Да. В начале ноября как бы начали строить. Но опять на начало строительства инструментов было очень мало. Там одна лопата на 10 человек, может быть, и того меньше. Подумаешь, летом выкопать вот такое, и то сложно, а это зимой. И практически вот за 3 месяца это все было выкопано. Когда было строительство, зима, во-первых, была очень суровая. Очень много людей сюда приехало. Практически в каждом доме жили прикомандированные откуда-то из городов. Были военнослужащие. В тот год в школе занятия не проводились, потому что в школе жили военнослужащие. Вот, военнослужащие занимались подрывными работами. Очень много, говорят, их умирало. Хоронили, говорят, на Муратовском кладбище и на Надеждинском кладбище. Умирало кого? Военнослужащих? И военнослужащих, и людей, по сути, и люди тоже. Ну, морозы были очень сильные, там до 40 градусов мороза были. Лишь несколько артефактов времени собрано сегодня в районном музее. Эти места еще не копаны, не пройдены, и мы видим лишь то, что мы видим на поверхности. Ну, даже видно, что явно лопата не современная. Она вот на заклепках, типа вот, и тяжесть вы чувствуете. Кувалда. Я так понимаю, что ей лед-то не долбили, конечно, да? Не лед, Не лед. но долбили промерзшую землю. Забивали клинья, чтобы отламывать замерзшую землю кусками. Многие от этих тяжестных работ, от погодных условий, так и остались лежать на земле Кайбецкой. Удивительно, да, Людмила Олеговна, 80 лет прошло, а мы с вами только начинаем рыть эту ямку-то. Мы вот только начинаем ее рыть. И пока еще, сказать, что мы что-то знаем, ведь ничего не знаем пока. В теории, может быть, что-то мы уже наметили себе, но практически, мне кажется, здесь непочатый край работы и для исследователей наших региональных, для научных сил. Этот памятник в селе Старые Чичкабы не единственный в Кайбецком районе. Есть еще один, уже в райцентре. Он точная копия тех, что стоят сегодня и в 2 других населенных пунктах Татарстана. Риторический вопрос: достоин ли большего этот подвиг народа? Сможем ли мы понять нечто большее,
если это большее не готово для нашего понимания и нужны сопоставимые усилия. Нам хотелось бы там уже не просто сохранившиеся противотанковые рвы, чтобы там весь комплекс сооружений, и ДОТы, и ДЗОТы, их восстановить, реконструировать полностью, командно-наблюдательные пункты, чтобы действительно осознавать, вот эта великая стройка была. Вот так спуститься Да. на 3 метра и спуститься Да, на 80 лет да, назад. да. Жители Кайбец недаром лелеют вот эту мечту о возвращении истории, о возвращении памяти. Потому что хороший пример, он ведь всегда перед глазами. Он и сейчас перед нашими глазами. Мы с вами находимся в 250 километрах от Казани. Мы в Чувашии, неподалеку от чувашского города Шумерля. Именно здесь когда-то проходил знаменитый, легендарный практически Сурский рубеж. И вот здесь тоже, вот здесь, на правом берегу этой реки, это река Сура, проходила целая сеть в несколько десятков километров длинных оборонительных фортификационных сооружений, которые были построены тоже руками, сами уже знаете, наверное, кого, в 1941 году. И когда-то вот это все, что вы здесь видите, было видно, наверное, только местным жителям, ну и, возможно, каким-то совсем уж углубленным краеведом, вот эти ямочки. Но нашлись люди, которые все это опознали, начали копать, начали углубляться в эту историю. И вот так появилось то, что мы видим. Это не просто сеть окопов, это сеть, во-первых, реальных окопов времен 1941 года. И называется это все «Музей под открытым небом. Сурский рубеж». Сурский рубеж – комплекс оборонительных сооружений, вроде бы никак не связанный с Казанским обводом, отстоящий от него на 150 километров. Но Казань, как стратегически важный город, защищали оба этих рубежа. И здесь, на берегах Суры, первыми стояли бы насмерть. Другого было просто не дано. То, что мы видим, далеко не конечный результат работы краеведов и профессионалов военного дела. Это скорее самое начало работ. Здесь десятки километров одного только лесного участка рубежа. Надо стать вот оттуда, видно. Да, вот идет. я вижу, вот, и вот так они пошли, вот они змейкой идут. Вот, оп, 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 и пошло. И так 33 километра. Ух, как все Что сохранилось. лежало под рукой? Земля, дерево, камни использовал. Это вот дерево, земляная огневая точка, дзот. Вот полноценный дзот. скажем так. Этот дзот, Да. Использованное дерево, покрыто землей. ну, это реконструкция, конечно, то есть его Да, здесь, да, конечно, да. не сохранился, но стоял он тут, как Да, полагается. место вот здесь. Реконструкция, повторим, создается лишь в тех местах, где действительно предполагалось нечто подобное строителями этих рубежей. Вот видим, да? Да. Вот ровно. Ровно, чтобы в человеческий рост. Здесь нет ощущения, что это какой-то новодел. Такое ощущение, что вот прямо это в 41 году мы с вами сейчас Ну, находимся. схема была простая. Вот посмотрите, вот столбы, стояки стоят. Их закапывали полметра. И вот эти складировали, никаких этих нет. Всем, что под рукой. Под рукой. Один на друга положили, потом поперечные стропы, и на них 3 ряда. Накаты 3 ряда деревьев. Землянки, дзоты, блиндажи стоят ровно на том самом месте, где они и стояли 80 лет назад. Специалисты могут вычислить такие места, тут это несложно. В этих местах не заросла особо мхом за 8 десятилетий ни память людей, ни сами эти окопы. Свидетельства все буквально под ногами. Смотрите, бутовые камни, вот очаг, его не тронули. Тут, то есть, печка, Бутовые камни те самые, которые тепло хранят. да, тепло хранят и от пуль защищают переднюю часть. Это бутовые камни 41 года? Да. Это остаток бревна, которое здесь лежало в этой земле с 41 года, Да, 80 лет. которое было частью настоящего командного. Музей открыли, вот здесь нашли, в одном месте. Мы не сказали, возможно, главного, а главное все время перед нами.
Главное – это Андрей Александрович Мастайкин. Не только замглавы района, но и почетный краевед и член Союза писателей Чувашии. Не он один, конечно, горел этой идеей создания тут музея под открытым небом, но его вклад огромен. Невероятно тонкокожий и деятельный человек. Вот вам и роль личности в истории. Вот здесь можно прикоснуться, да? Вот. Прочувствовать, да? Вообще другие ощущения, как это переоценка ценностей. Вот другие мысли, ясность приходит, что наши предки выдержали, через что прошли. Если человек будет знать историю, будет помнить хотя бы родственников, вот связь времен и поколений сохранится. Вы слезы еле сдерживаете. Я, как мать вспоминаю, всегда плачу. Память о строителях рубежей в Шумерлинском районе буквально на каждом шагу. Музеи открытые и закрытые, памятники, стелы, противотанковых рвов в районе всего-то 3 километра, но и к ним ведут указатели. А для кого этот указатель, Андрей Александрович? Тут пляж, тысячами людей летом купаются. Проходили, знали, зайдут, посмотрят. Город, район в прошлом году только этим проектом жил. Везде писали, телевидение, газета, интерес пошел. Звонят, вот у меня бабушка, вот у меня дедушка. Я говорю, есть фотографии. И вот по этому маршруту далеко не со всеми удобствами ходят теперь толпы людей. Целые делегации сильно заранее бронируют окошко в плотном календаре встреч занятого чиновника, но краеведа. И все тут ничем не лучше нашего меж тем. Абсолютно похоже на то, что мы в Татарстане у нас видели, в Кайбицком районе, да? Да, очень похоже. Прошедший 2021 год был объявлен в Чувашии годом, посвященным подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 2022 – юбилейный год для них обоих. Казанскому обводу 80. Его героям почти 100. Хороший пример всегда перед глазами. Но понять можно лишь то, что приготовлено для понимания. Капля камень точит. Я думаю, с этого начнется и где-то на республиканском уровне. Мы должны к этому вернуться. Мы должны это сделать, восстановить. Потому что, я еще раз говорю, это была самая грандиозная стройка военного времени. Конечно, эта работа достойна того, чтобы о ней помнили наши потомки. Немец не пришел тогда, ну и хорошо. Значит, мы ограничились вот такой работой, ее могло быть и больше. Мне кажется, что эта работа наша достойна памятников. Да, вернуть память, сохранить память, потому что все равно природа, она берет свое. Здесь заросло, там что-то нет уже. Для того, чтобы мы могли воспитывать достойную смену, достойное поколение, надо примеры реальные. Но наш человеческий долг – сохранить память об этом, увековечить каким-то образом. Доживут ли участники тех событий до реконструкции памяти? Услышат ли они когда-либо хотя бы имена отдавших свои жизни за этот якобы глубокий тыл? Молодежи. Они ведь не знают. Участники самых драматических событий в нашей истории не считают себя героями. Героем им видится время. Драматическое время, говорим мы. Такое время, говорят они, в чьих простодушных сердцах нет никаких оборонительных рубежей. Наш долг – быть хоть чуточку похожими на них.
Как неизвестные, они похоронены на кладбищах окрестных сел. До сих пор неизвестны места погребения. Строители Казанского обвода не названы поименно.